Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. 30 сентября в Уфе прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Башкирская идентичность в тюркоязычной культурной парадигме России». Его организатором стал Институт стратегических исследований Республики Башкортостан. На самом деле мы говорим о конференции этномиссионеров, которые работают против единства татарского народа России. Ну а этот институт каких-то там исследований, там и настоящая кузница башкирских политтехнологов, замешанных в ассимиляции татар северо-запада Башкортостана. Чтобы согласиться с этим тезисом, достаточно прослушать радиопередачу, где выступили глава общественной организации «Без Башкортлар» Радик Бахтиев, башкирский политтехнолог, выдающий себя за историка Юлдаш Юсупов, сибирско-татарская общественница Гульсифа Бакиева и ученый-этнограф Ахмед Ярлыкапов. В общем, если свести воедино все, что они сказали, то во всех бедах астраханских юртовцев, северо-западных башкир, сибирских татар виноват бедный и несчастный учитель татарского языка, который во время Советского Союза с книгой «Алифба» в руках отправился в школы Астрахани, Сибири и северо-запада Башкирии из нелюбимой ими Татарской автономной Советской Республики. По словам этих спикеров, все беды их народов проистекают только от татар. А если они говорят о реалиях сегодняшнего дня, то их родным языкам, нагайскому, юртовскому диалекту нагайского языка, сибирско-татарскому и к тому же северо-западному диалекту башкирского языка угрожает либо татарский язык, либо английский. Складывается ощущение, что эти спикеры живут в каких-то параллельных мирах. Ощущение, что они живут либо до сих пор в Золотой Орде и высказывают свое возмущение национальной политикой татарских ханов, ну, либо они живут в Великобритании и недовольны поведением по отношению к их народам английских королей. Намекаем, мы живем в России, и проблемы народов России связаны с проблемами национальной политики именно российских властей. Хватит забалтывать проблемы сохранения родных языков народов России какими-то воздушными татарскими враждебными замками. Очнитесь! И нагаец, и сибирская татарка, и даже башкиры в один голос жалуются, что им для сохранения своих языков нужны учебники, что у них проблемы с доступностью учебников в школах на их территориях. Напомним, у нас в России есть фонд сохранения и изучения родных языков народов России. В его задачи входит подготовка оригинал-макетов учебников по предметной линии «Родной язык» и литературное чтение на родном языке на 17 языках коренных малочисленных народов России. И вот именно этому фонду, который вроде как и должен спасти от вымирания языки нагайцев, сибирских татар, этому фонду и сокращают финансирование. В 2020 году годовое финансирование было 96 миллионов рублей. В 2021 году уже 88 миллионов рублей, а в 2023 году 85 миллионов рублей. Думаете, в этом виноваты учителя татарского и английского языков? Для примера, линейка учебников только по татарскому языку для утверждения в федеральном списке стоит более 6 миллионов рублей ежегодно. Так что учебники по родным языкам народов России – это дело дорогое. И тем не менее мы уверены, что на конференции по башкирской идентичности проблема этого фонда никак не обсуждалась. Но зато на татарах и на татарском языке потоптались. Довольные, наверное. Ну что же, кто понимает сибирский диалект татарского языка, башкирский диалект татарского языка и нагайский язык, давайте послушаем, на что же так жалуются Бакиева, Ярлыкапов и Бахтиев. Вот Ярлыкапов рассказывает, что оказывается проблемы так называемого юртовского диалекта нагайского языка
это один в один идентичная проблема так называемому северо-западному диалекту башкирского языка. Мен bizim Аштарханда йорт ноғайлардың ақында сөйлестім. Міне сіздің күнбатар деп айтамыз біз ноғайлар. Күнбатыш дейсіз. Сіз башқұртлар күнбатар диалекті ақында да сөйледім. Міне йорт ноғайлардың мәселесі сіздің күнбатар диалектпенен бек келіседі. Неге десе йорт ноғайларды татарша оқытқан, олар бүгін айырым бір ноғайдың кесегі болады. Ноғай деп айтылмаға сүйеділер. Неге десе совет заманында оларды татар деп yazған әрдайымда. Ендігі олар ноғай болмаға сүйеді. Міне йорт ноғайлардың тілі біз ноғай тілдің диалекті болып шығады. Біз әлі ойлаймыз, ендігі шо диалектті көтермеге керек, оларды ноғайша үйретпей, әдебиет ноғай тіліне үйретпей, өзлерінің диалектінде сөйлесін деп айтамыз, өзлерінің әдебиетін шығарсын деп. Радик Бахтиев жалуется, как же сильно так называемые северо-западные башкиры Башкортостана отличаются от настоящих башкир. И тем не менее, не все жители северо-запада Башкирии знают, что они на самом деле башкиры. И на это Бахтиев тоже сетует. Bizne bütün başkırtlardan ayırıp tura. Men özüm belekiden bile özüm başkırtı üstem de, telim ayırıp turgaçtan bizne bütün başkırtlar başkırt ekanini anlap da bitirmey turalar endi. Biz şu anlatma işler alıp barabız bütün başkırttan буйлап dünya кымбайышта көп кенә. Ну а тут татарка Сибири Гульсифа Бакиева распекается. Какие же особенные, оказывается, сибирле татарлар, и что они ничего общего не имеют с казанскими татарами. Менә безнең телебез Сибир татарларыныңкы айрым Казан татарлардан. Без әйткем килә инде безнең Сибир татарлар ул кем? Ул айрым халык. Автохтон Халык. Анда Сибирдә оештырылган ул халык дип әйткән кирәк. Беркайдан да күсеп килмәгән. Исхайтан күсеп килмәгән ул анда. Ну а преподавание татарского языка в Сибири сибиро-татарка Бакиева смело называет проблемы для своего народа. А что, у татар Сибири есть какие-то другие варианты? Менә мондай проблема булган. 50 еллардан башлап безнең Сибир татарларда литературный Казан тел угытылган. Бу вакытка цык безнеңке әлеге вакытка менә бу вакытка цык безнең тел үзебезнеңке Сибир татарларыныңкы теле мәктәпләрдә угытмадлар. Менә анда парадокс ситуация. Угытатлар уже нитсәмә 70 ел уже. Кеше алай булса да Казан телене белеп цыкмадлар. Алай булса да үз телдә. А знаете, какие аппетиты перед предстоящей переписью у сибирской этномиссионерки Бакиевой? Отколоть от татарского народа как минимум 300 тысяч человек. Хорошая такая заявочка. Сибир татарлар яшәйтләр Төмән өлкәсендә, иң кәм кеше анда яшәйте. 200 мең кеше анда Төмән өлкәсендә. Бар тагында Омский өлкәсендә, Новосибирск, Кемеровская. 300 мең кеше бар булыр дип уйлыйбыз Сибир татарлар. Улар үзләрен Сибир татары дип ханаган кешеләр мәллә шул телдә һөйләшкәндерләрме? Алар үзләрен Сибир татар дип әйтәләр. И аңлайтыр, что без айрым Казан татарлардан. Алар менә перепис булса, переписта менә 21 елда инде перепис булаты. Кем кеше менә без каплашабыз кешеләр белән. Алар әйтәләр, без үзебезне Сибир татар дип ясабыз, без кой башка халык, айрым халык. Какие сегодня проблемы с языком у татар Сибири? Эта миссионерка Бакиева говорит, что учебников по сибирско-татарскому языку нет. Но есть только учебники от казанских татар. Однако это для нее не вариант. Бездә проблема ул менә мәктәптә угыткалы, әле менә бу вакытта безнең бар. Угыткыбыз килә безнең балаларны үзебезнең телдә, Сибир татар телдә. Китаплар, инде угытатыган китаплар, учебниклар Казаннан киләләр. А үзебездә юк китаплар ул. Допустим, юртовцы действительно должны записаться как нагайцы. А что дальше? Какая стратегия сохранения своего родного языка? По признанию Ярлыкапова, сегодня родители нагайских детей не сильно торопятся и спешат, чтобы их дети учили свой родной язык, нагайский. Почему? Потому что английский они больше всего предпочитают. Ну-ну. Ата-әсәләр ни дәрәҗәлә риза? Ондай мәсьәлә дә бар. Неге дисә, күп ата-аналар ойлайдылар, юк, инглизчә укысын. Шулай. Ноғайча укымай.
деп сондайлар да бар. Бізде міне бұл заманларда 20 жылдың ішінде халықтың 30% северға кеткен. Новый Уренгой, Ханты-Мансийск. 30%, 30 мың ноғай онда тұрады. Олар да ноғайша оқымағы керек, олардың балалары. O da büyük mesele bizde. Yani gidese onlar da öyleydiler. Yok bizde noğay tilde okumaya gerek değil. Biz İngiliz tilinde okutamız деп. А хотите послушать, как так называемый северо-западный башкир Радик Бахтиев жалуется на литературную форму башкирского языка, а потом понимает, что сболтнул лишнего и начинает оправдываться? Dünya Kınbayış Başkırстанның әрбір ауылларда сөйлешәдір, икенче эш буенча барсам да әрбір кешеләрнең ниләрне сорый битендә халык сорый туган телдә укытуны. Чынлап сорайлар алар. Алар безгә Dünya Kınbayış башкортларына безгә әни белән әти өйрәткән тел әдәби башкорт теленнән ераграк. Безгә ул авыр. Безнең балалар, юк, алар аны теләгән балалар өйрәнәләр, конкурсларда җиңәләр. Но ул балалар барып өйләренә кайтып, инәсе белән әтәсе белән туган телендә сөйләшә. Безнең дә менә бүгенге көндә бөтенләй дә башкорт туган телләр беткән чакта, укыту авыр чакта, именно безнең балаларга тагын да туган булмаган телне кертүе ике тапкыр авыррак. Аларга безнең бит инде сөйләшү барсы да ишетеп тора инде, фонетик ниләр буенча, звуклар буенча без татар теленә ошаган, Казан татар теленә ошаган дигәндә, Казан теленә. В общем, вы поняли? И Бакиев, и Ярлыкапов, и Бахтиев, конечно, говорят о проблемах своих родных языков. Но вот в упор не видят самую важную проблему. Почему у них нет учебников по ногайскому языку, ни по сибирско-татарскому, ни по башкирскому и северо-западному диалектному языку. В республике продолжает работать комиссия по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте Татарстана под руководством вице-спикера татарстанского парламента Марата Ахметова. 6 октября состоялось очередное заседание комиссии. Вообще, это заседание татарская общественность ожидала с определенными опасениями. Задолго до его проведения стала известна повестка дня. Предполагалось, что общественники, политики и другие заметные люди Татарстана, входящие в состав комиссии, соберутся, чтобы обсудить внимательно 15 вопросов, касающихся проведения конкурсов по популяризации татарского языка. Неужели комиссия по татарскому языку в своей деятельности ограничится лишь песенно-стихотворными конкурсами? Как, например, Всемирный конгресс татар в свое время вооружился сабантуйным методом продвижения татарской культуры. А как же обсуждение насущных проблем? А как же проблемы преподавания татарского языка в школах? А как же проблемы использования татарского языка в повседневной жизни в Татарстане и среди чиновников? Марат Ахметов сложившееся напряжение снял, выступив со своим докладом. В нем действительно поднималась проблема, как официальные лица, представители органов власти используют в своей работе сегодня татарскую речь. Марат Ахметов упрекнул в прохладном отношении к татарскому языку Министерство молодежи, Министерство спорта, Министерство дорожного хозяйства и транспорта, Министерство здравоохранения и Агентство инвестиционного развития. Он пригрозил министерствам, что будет готовить заявление на имя президента Татарстана об отношении министров к татарскому языку. На комиссии также возмутились, что министры, владеющие татарским языком, почему-то не делают публичных выступлений на нем. Мы полностью присоединяемся к этому замечанию. Действительно, хотелось бы побольше докладов на втором государственном языке в республике, то есть на татарском. Но выскажемся, например, в защиту Министерства здравоохранения Татарстана. Там есть замечательный заместитель министра здравоохранения РТ и начальник управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков, который прекрасно на камеру умеет говорить на татарском языке. Оценим? Нагрузка зур, чөнки хәзер эпидсезон бара. Бик күп острый респираторный вирусный авырулар. Шуңа күрә күбәйде нагрузка, но ул ковид нагрузка гына түгел.
шау-тротуар көбейді, игер шакарулар көбейді. Ну, можно же говорить на татарском языке по сложным, важным и серьезным темам. Немного уделим внимание конкурсам, о которых говорили на комиссии. Все-таки ее заседание длилось более 2,5 часов. Итак, комиссия учреждает творческие конкурсы «Үз юлым», «Татар Сузе», детский кинофестиваль «Мили Мультфест». Объявлены республиканские конкурсы «Лучшая практика обучения на родном языке в школах». Также объявлен конкурс «Лучший детский сад» по организации обучения и воспитания детей на родном языке. Под родными языками в этих конкурсах имеется в виду не только татарский язык, но и чувашский, удмуртский, марийский и мордовский. Правда, из совещания комиссии, где в том числе присутствовал и я лично, не было четко понятно, а откуда деньги на все эти конкурсы. Как насчет мотивации для простых людей действительно популяризировать свой родной татарский язык? Или они это должны делать только за бесплатно? Неужели все эти труды, приложенные людьми при участии в конкурсе, будут вознаграждены какими-то дипломами? Вообще, развитие и сохранение татарского языка в современном мире, в непростом мире, дело дорогое. Например, начальник управления национального образования Министерства образования Татарстана Лилия Ахмедянова рассказала, что все школы получат новые учебники по татарскому языку. Важная тема – учебники по татарскому языку, а фактически их отсутствие. Сейчас начата работа по включению их в федеральный список. На эти цели выделены 21 миллион рублей из республиканского бюджета. При поддержке президента Татарстана для всех классов закуплены учебники по татарскому языку. Для этого были выделены дополнительные средства. Мы часто слышим, что методика изучения языка сложная. Вот эти новые учебники разработаны по другой методике. Сейчас идет работа по подготовке, переводу на татарский язык учебников для включения их в федеральный перечень. Для этого выделили более 21 миллиона рублей. Однако требуется еще 16 миллионов рублей для разработки 30 учебно-методических комплектов и для внесения их в федеральный перечень. В 2021 году для этого понадобится 6 миллионов рублей, поскольку федеральный перечень меняется постоянно. Мы и впредь продолжим следить за работой нашей комиссии по татарскому языку при президенте Татарстана. Настоящие патриоты татарского народа в Сибири не могут оставаться безучастными, как по их родной земле продолжает шествовать Ермак в виде памятников и поклонных крестов. Об этой истории мы вам рассказывали в одном из наших прошлых выпусков 22 июля. Инициативу по установке памятного креста Ермаку в Тобольске проявил сибирский олигарх Аркадий Елфимов. Этому возмутились татарские общественники Сибири, а именно председатель Совета национально-культурной автономии татар Тюменской области Фаусия Марганова, председатель Союза сибирско-татарских писателей Клара Кучковская, руководитель татарского дворянского собрания в Тюмени Данияр Ахметов. На их имя от администрации города Тобольска пришел ответ. Во-первых, решение об установке объектов монументального искусства на территории Тобольска определено особым положением города. Это положение утверждается Тобольской городской думой. То есть установка поклонного креста не может быть только какой-то частной инициативой. Согласно положению, предложения об установке объектов монументального искусства могут вносить органы местного самоуправления, а также инициативные группы численностью не менее 50 человек. Их предложения рассматриваются комиссией по монументальному искусству в городе Тобольске. Если комиссия дает свое согласие, то дальше вопрос рассматривается на заседании Тобольской городской думы, которая, собственно говоря, и выносит конечное решение. На 14 августа 2020 года никакого ходатайства в адрес администрации города Тобольска по установке поклонного креста Ермаку не поступало. Поклонный крест, по сути, выражает современный межнациональный раздор из-за чрезмерной привязки одного богатого человека к неоднозначному историческому событию, а именно покорению Сибири Ермаком.
И этот поклонный крест, увы, установлен. На месте событий в Тобольске видео записала председатель Тюменской области общественной организации «Наследие» Луиза Шамсуддинова. Наши комментарии к этим видео излишни. В общем, смотрите. Уважаемый Владимир Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вы управляющий какой компании? Я управляющий этой территорией. Как называется территория? Парк Ермакова поле. Кому оно принадлежит? Елфимову. Частный Вы кто собственник. такая? Я Луиза Лемчановна Шамсуддинова, председатель Совета региональной татарской общественной организации «Наследие» по Тюменской области. Так. Имею право честь узнать, что в этом парке находится. Теперь вы мне скажите, пожалуйста, вот этот парк Ермакова поля, как вы сказали, Елфимова, вы на каких основаниях здесь работаете? Договорная. Договорная. Хорошо. Как у вас в договоре правильно написано? Частный собственник кто? Елфимов. Так и написано? Да. Парка или вот этого участка, Вот который этого загорожен? участка частного. Хорошо. А это у него в аренде. Вот так и говорите. Это общественное место? Общественное. Вот и все. Я как общественник в общественном месте имею право по службе, по своей, по работе Вы находиться. мне должны Всё. предоставить документ, что вы имеете право заходить на частную территорию. Он поставил на свою... На какой государственной земле? Имейте в виду в парке? На арендованной земле. А когда он поставил его? Уже давно. Давно когда? Когда вы здесь ходили, проверяли все. Еще тогда было установлено, когда я тот раз ходила. После вашей прогулки. Вот сегодняшний? А? А кто его поставил? Сам Елфимов? Торжественно? Нет. Были гости? Может быть и... Ну вы же управляющий, вы мне скажите, пожалуйста, это общество же. И как вы говорите, почему именно после моего того прихода вы поставили вот этот крест, скажите? А на каком основании мы не можем поставить на собственной территории крест? Это не собственная, это территория парка полностью. Вот это территория парка. И это тоже. А там, идемте, я вам покажу границу. Раз вы такая, я вам покажу границу участка Елфимова. Уважаемые друзья, в общем, такой состоялся разговор. Как вы обратили внимание, уже крест стоит, как утверждает управляющий, на частной собственности. Но это еще надо будет, наверное, проверить, потому что все-таки все монументальные искусства, независимо от целевого назначения, должны все-таки согласовываться. Об этом вы должны, уважаемые друзья, знать, что не все можно тыкать во дворах, надо знать у частной собственности какое целевое назначение, под что оно взято, под строительство дома или под строительство все-таки какого-то монументального искусства, и кто согласовал ему это. Вот это ограждение, вот это крест, который вызвал большой раздор и который все-таки установлен. Видимо, господину Елфимову Аркадию все равно. Фонд возрождения Тобольска, фонд возрождения частной собственности или, как он сам себе возомнил, имеет право на все, потому что ему, так видно, все-таки без разницы, как население на все это реагирует.